Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Михайло Притула, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. Пане Михайло, вітаю вас. Селям алейкум. Алейкум ассалям. Наш ефір. Добрий день, дякую, що доєдналися до нашего эфира. И нашу беседу я бы хотела начать, конечно же, с актуальных новостей. Но для начала дадим небольшой бэкграунд для наших зрителей. У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю. Станцію неможливо зараз відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС. Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста і села. Почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі. Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі. Також известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже посетил Херсонскую область, там он провел рабочую встречу, и есть огромное количество различного рода сообщений, в том числе от Министерства обороны Украины, о том, что вот такие действия российских оккупантов ни в коем случае не смогут ослабить контрнаступательные действия вооруженных сил Украины и препятствовать этим контрнаступательным действиям. Об этом говорили уже в Министерствах обороны не только Украины, но и наших союзников, в том числе и стран Балтии. Россия, кстати, как известно, обвиняет Украину, и более того, стало известно, что она подала иск в Гаагский суд с обвинениями Украины в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Вот знаете, каждый раз, когда происходит очередной со стороны России террористический акт, в особенности после того, что произошло в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Изюме и многих других регионах, я думаю, а куда еще они могут пойти дальше? Вот что еще они могут сделать? И каждый раз им удается каким-то образом превзойти себя и осуществить очередной террористический акт. Вот как вы изначально восприняли эти новости с подрывом Каховской ГЭС? Какую цель преследовали российские оккупанты? Вот давайте начнем с того, как ведут себя, допустим, должники в некоторых случаях. Они берут кредит для того, чтобы меньший кредит покрыть большим кредитом, потом еще большим, и попадают в такой вот замкнутый круг. Вот точно так же действует российская власть. Она меньшие преступления покрывает большими преступлениями, потом еще большими и еще большими, для того, чтобы предыдущие преступления как бы забылись, показались мелкими по сравнению с тем безумством, которое они совершают. При этом они совершенно не предполагают, что может их настигнуть заслуженная кара. Вот. То есть они каждый раз идут на большее преступление. Это логика террориста, это логика преступника, и они действуют абсолютно в этой парадигме. То есть они, увы. И преступления, которые они совершают, они не имеют никакого морального барьера, то есть они могут совершить еще большее преступление. Их может остановить только кулак, скажем так, то есть только удар, только боязнь получить какой-то очень серьезный удар, который превзойдет их ожидания, скажем так. И эта логика, в принципе, понятна, почему они, допустим, сбитый Боинг перекрыли уже прямым вторжением в 2014 году в Украину. И сейчас они действуют точно таким же образом. Принесет ли это им успех? Я думаю, что нет. Но вот этим еще большим преступлением они пытаются перекрыть свои неудачи на фронте или же преследуют иные цели? Нет, там просто идет система управления иерархическая, вверху которой находится какое-то лицо,
которая принимает решения и которая не хочет слышать плохих новостей. Мгм. Вот. И хочет слышать только хорошие новости. Естественно, что ему докладывают далеко не все. Соответственно, система управления дает постоянные сбои. Люди, которые принимают решения, ну, скажем так, регионального уровня, они не думают о глобальных последствиях. Потом отрабатывает смежные организации типа Министерства иностранных дел Российской Федерации, которая начинает подавать иски в ГААГ сами на себя. Вот. И так вот получается, что бы они ни делали, они все время стреляют себе в ногу. К сожалению, они при этом уничтожают еще ни в чем не повинных жителей, разрушают инфраструктуру и так далее. Но глобально и геоэкономически они постоянно проигрывают. И вот даже подрыв Каховского водохранилища, он что, дает какое-то преимущество? Абсолютно нет. То есть абсолютно никакого. Оно дает им временное, то есть абсолютно небольшое, там, на неделю-две задержка наступления вооруженных сил Украины на определенном участке. Все. То есть просто неудобно сейчас наступать там, где много воды. Дождемся, когда вода уйдет. И дальше окажется, что это территория, которая вода схлынула, даже голая пристань и так далее. Их же войск там уже нет. Они уже ушли. Они отошли или их смыло. Следовательно, эта территория свободна и может быть хорошим плацдармом для украинских вооруженных сил. То есть Понимаете? можем ли мы сделать вывод, что в принципе изначально подрывая гидроэлектростанцию и непосредственно дамбу ГЭС, они в принципе уже отказались от левого берега Херсонской области? Я более того скажу, они уже отказались от Крыма, Мгм. подрывая дамбу. Потому что Раскройте как? прекрасно, ну смотрите, Крым имеет несколько источников водоснабжения. Мгм. Вот. И крымский народ, он глубинный народ, то есть то, что те, которых ну, неправильно называют крымские татары, это неправильное название, да, насколько я понимаю. Крымлы. Вот. М? Крымлы, Это, правильно. Мгм. да. И вот вода в Крым поступает по Крымскому каналу, которая с Днепра. Это вода для сельскохозяйственных районов, для степного Крыма. Мгм. Да, А, Северо-Крымский канал. а горные районы и города, в том числе Ялта, например, они снабжаются водой в основном из водохранилищ, которые наполняются естественным путем в зимний период, весенний период. И, кстати, частично подпитываются некоторые водохранилища из Северо-Крымского канала. Вот вода в Северо-Крымский канал поступает из Каховского водохранилища. То есть там находится водозабор, и оттуда идет вода. Для того, чтобы вода поступала, должен быть высокий уровень воды. Если уровень воды упал ниже критического значения, он сейчас упал, то вода в Северо-Крымский канал поступать не будет. Следовательно, жителям Крыма, которые приехали туда после оккупации Крыма, вот, это порядка 300 человек с России по различным государственным программам, ну, должно стать очевидно, что Россия от Крыма отказывается, им нужно просто удирать. Причем Мгм. удирать очень быстро. Вот. И плюс И еще же вот такой фактор есть, когда они же оккупировали южную часть материковой Украины, основная их цель, как опять же говорила Роспропаганда, это вот пустить воду в Крым через Северо-Крымский канал, потому что вот нам нужна южная часть материковой Украины, чтобы обеспечить Крым водой. Вот Украина такая плохая, Украина в 2015 году перекрыла Северо-Крымский канал, там мы установили такое эмбарго для деоккупации, да, Крыма и в качестве санкций в отношении России, для которой Крым всегда являлся дотационным регионом с момента оккупации, и эти санкции были введены. То есть Крым так или иначе за последние 8 лет он сумел адаптироваться к отсутствию Северо-Крымского канала. И российские оккупанты, когда оккупировали южную часть материковой Украины, ссылались именно на то, что им нужен Северо-Крымский канал. А сейчас они взяли так и быстро от него отказались. получается, что им теперь не нужен не только Северо-Крымский канал, им и Крым не нужен. Да. Это логичный вывод. Да, то есть для наших зрителей, которые находятся в Крыму и которые там понимают, что происходит, для них это сигнал, что Россия отказалась, по факту отказалась от Крыма.
Ну, что воды в Крыме теперь, в Крыму, Северо-Крымского канала много лет теперь не будет в принципе. То есть вот такая ситуация, потому что она будет только тогда, когда будет вновь наполнено Каховское водохранилище, когда будет построена дамба. То есть без этого ну, никак ничего не сделаешь. Вот такая ситуация. И вы хотели что-то сказать? Да, я просто, знаете, о чем думаю? Вот насколько, когда мы говорим о том, что Россия готова отказаться от Крыма, то есть продемонстрировала то, что она готова отказаться от Крыма, она готова отказаться от ну, самой географии Крыма и полуострова, да, или же она продемонстрировала все-таки, что ей абсолютно наплевать на жителей Крыма и на тех, которых она туда завезла с момента оккупации полуострова? Не, ну это однозначно, что ей наплевать на своих граждан, потому что ну, московское руководство ну, просто относится к гражданам немножко не так, как во всем мире к людям относятся. То есть это расходный материал. То есть Мгм. они завозили туда государственные программы для чего? Для того, чтобы приехали те, кто будет оккупированы. То есть такие вот гражданские оккупанты. Вот для этого они их туда прислали. Как они будут выживать, что они делают, это вообще никого не интересовало. Точно так же Москву сейчас не интересует их судьба, точно так же не интересует судьба Белгородской области, других регионов. Вот. Для них это ну, разменная монета судьбы людей. Или Москву интересуют судьбы тех, кто 210 или 215 тысяч российских граждан, которые уже погибли в Украине? Да нет, конечно, их не интересует. Для кого выкопали в Крыму траншеи на берегу? Ну, как раз для тех людей, которые будут отмобилизованы где? В Крыму. Для чего? Для того, чтобы бросить их эти траншеи, для того, чтобы они прикрывали эвакуацию Аксенова и его команды. То есть вот вспомним эту информацию о том, что составили списки на эвакуацию да? Мгм. Вот, в Крыму. То есть что это значит? Что списки на эвакуацию составляются, я вам как ну, военный вам скажу сразу, что когда составляются списки на эвакуацию, одновременно составляются списки на мобилизацию. Так. Понятно, да? То есть вот граждане, которые приехали по российским программам, должны понимать, то есть просто мягко готовиться к тому, что повестки им уже выписаны, они уже лежат в военкоматах. И для того, чтобы они не удрали сейчас, ограничивается съем денег с карточек, для этого уменьшается количество бензина, для того, чтобы просто никто из Крыма не удрал. И чтобы вот эти люди, они были мобилизованы в нужный момент и брошены в эти траншеи. Почему не мобилизовывают заранее? Потому что если заранее замобилизовать, то их всех надо кормить. Это нужно содержать. Это огромный ресурс. Это только в месяц нужно, допустим, если нужно будет отмобилизовать порядка 100 тысяч человек, то Мгм. это нужно около 3 миллионов тонн, то есть 3 миллиона килограммов еды. Может быть больше. Давайте посчитаем. 100 тысяч человек, каждому в день килограмм еды, 10 дней это получается миллион килограммов, 30 дней это 3 миллиона килограммов. Понимаете? Скажите, Вот, а вот их мобилизация, да, мы понимаем, что их там миллионы, и там сколько, 140 миллионов населения, да, в России. Они там, в случае, если захотят, могут мобилизировать там с определенным промежутком времени по сотне тысяч, условно говоря, людей. Но если от этого количества, именно количественного большинства живой силы толк, учитывая, что они буквально через 2-3 недели спустя, ну вот после мобилизации отправляют этих людей на фронт? есть разные методы ведения войны. Мгм. Есть методы войны, которые были присущи российской армии и другим армиям мира, кстати, тоже 100 лет назад, скажем так. Вот были мясные волны, то есть шли штыковые атаки волнами, когда первая волна там погибала на 90%, захватывала определенную территорию за счет своих жизней. Вот точно так же это делали в Бахмуте, допустим. Вот. Потом шла вторая, более обученная волна, а третья шли уже профессионалы. Вот. То есть первую волну не обязательно туда пускать людей хорошо вооруженных, хорошо обученных. Это они идут для того, чтобы погибнуть и истощить оборону противника. То есть вот такая тактика. Бесчеловечная, жесткая. В наше время уже так никто не делает. Мгм. Вот.
кроме россиян. У России эта тактика осталась. Наши зрители могут посмотреть в интернете, найти, например, боевой устав пехоты Красной Армии 45-44 года. Они присутствуют в интернете. Вы можете посмотреть, как это делается. То есть это все описано в боевых нормативных документах. Когда-то Красная Армия, а теперь вот российская армия деградировала до этого уровня, будет делать точно таким же образом. То есть в эти траншеи не надо бросать обычных. Бросить траншеи, мобилизовали, плохо одели, плохо вооружили, бросили, все, пусть они выполнят свою роль, они прикроют отход Аксен. Они продержатся неделю, этого хватит. Поэтому их не кормят, их заранее не отмобилизуют, не учат. А будет нужное время, они их траншеи пустыми не могут остаться, правильно? Мгм. Они же уже есть, зубы дракона уже построены. Да. Ну вот, то есть А вот это интересно, сигнал. они действительно готовятся к тому, что, ну вот просто я абсолютный дилетант, да, в военном деле, я мало что в этом разбираюсь, хотя читала определенную литературу, связанную с этим, но вот в моей логике, если они там строят вот эти траншеи на северо-западном побережье Крыма, они выставляют вот эти зубы дракона, пирамиды и так далее, то есть на берегу они что, ожидают десант украинский? Или как они вообще видят это? Наверное, ожидают украинский десант. Ну, вот реально представить себе, на чем будет этот десант на сегодняшний день, ну, мне трудно. Да, У нас нет больших... у нас как бы при всех возможностях вооруженных сил Украины, ну, у нас флота нет. Ну, флота нет, то есть десантных кораблей нет. Вот представим себе, ну вот северо-западное побережье Крыма. Это как? То есть сначала будет захвачен Джерелгач, потом с Джерелгача лодочками будут плыть туда или как? Вот просто представить себе мы с вами не можем. То есть смысл всех этих траншей. Смысл только один – бросить туда отмобилизованное население и сделать вид, что они что-то сделали. Отчитаться перед Москвой, перед верховным вождем в Кремле о том, что они сделали все, что могли. Мгм. Но То это есть отмыв бюджета получается в том числе. конечно. То есть делайте что-нибудь. Делаем. Что делали? Ну вот что могли, то сделали. А зачем? Ну это уже другой вопрос. Это чисто российская логика, которую нормальным людям просто понять невозможно. Зачем вы это вырыли? Зачем вы играли в песочек на пляже? Это же был пляж. Зачем вы там траншеи вырыли? Туда никто не будет осаживаться. А вдруг? Ну, если вдруг, то это будет по-другому. Ну, вот это же бессмысленно. Нет понимания. То есть они не понимают, что Крым сначала будет отрезан просто логистически, будет уничтожен Керченский мост, вот, будет там, наступление на Бердянск, скажем так, ну, условно говоря. Мгм. Вот. То есть будут перерезаны пути снабжения Крыма. Крым будет отрезан от России. Все. Зачем туда? Вы сами будете сдаваться или сами будете... Не знаю, что вы будете делать. Ну, понятно, Аксенов сядет в корабль, свалит. Вот. Поэтому вот эти действия, они просто безумные по своей характеристике. И мы спрашиваем, почему они взорвали плотину? Зачем? В этом был смысл? Не было смысла. Почему? Была какая-то поговорка, кто-то из великих сказал так. Не ищите глубокие корни и конспирологию там, где все можно объяснить обыкновенной глупостью. Вот в данном случае мы имеем дело с обыкновенной глупостью. Мы пытаемся построить какие-то схемы, понять логику, разобраться. А что же они имели в виду? Эти идиоты, которые это все сделали. Они просто идиоты. Больше ничего. Скажите, а может ли это быть вот определенные игры башен Кремля, да? То есть могли ли они, понимая, что неизбежно контрнаступление вооруженных сил Украины, и что им в любом случае нужно будет оттуда отойти, что они не смогут удерживать эту территорию, взорвать, да, гидроэлектростанцию, сказать, что это взорвала Украина, в том числе и дать такой отчет тому же Путину и так далее, чтобы в дальнейшем каким-то образом оправдать провал Генштаба и Министерства обороны России. То есть мог ли Путин вообще не знать об этой ситуации и не отдавать Я приказ думаю, что такой? Путин однозначно знал об этой ситуации, однозначно он давал команду минировать. Так. Вот, потому что на тот момент, когда минировалось, он не самоустранился, как сейчас. Он тогда руководил чуть ли не до уровня батальона. Мгм. Вот, прямой связи. Вот, и такие вещи они делают.
те, кто взрывал, они, скорее всего, не понимали, что такое разрушение плотины, что такое катастрофическое разрушение плотины. Вот. Скорее всего, что они надеялись, что это будет чуть-чуть, так, чуть-чуть, да, чтобы воды побольше было, чтобы украинские позиции, там, плацдарм вот смыло, а их нет. То есть они вот в этих вещах они абсолютно не понимают. Они не понимают, что целостность дамбы, если она нарушена в одном месте, срывает всю дамбу. Вот этого вещей они не знали, не понимали. То есть просто люди не профессионалы в этом. Мгм. Вот. То есть с гидротехникой они никогда не знакомились, что это такое. Я не профессионал, но просто я общался с гидротехниками в свое время, по долгу службы. Вот в данном случае они этого просто не знали. Они, как всегда, российский авось. Крайне низкий уровень профессионализма. Вот они как бы взорвали. Путин знал об этом, естественно, знал. Скорее всего, что давал команду даже прямо смыть всех там. Пусть плавают. Вот. Причем смыли и своих. Ну, окей. Первую Знаете, мы с линию вами обороны. пытаемся расшифровать сейчас, да, вот просто обычный идиотизм и обычную глупость. Мы пытаемся с точки зрения цивилизованных людей разобраться, что там делают вот эти вот какие-то муравьи-муравейники, хотя они более разумно поступают, чем вот эти люди, которые зачем-то начали войну, зачем-то уничтожили огромное количество населения, зачем-то бросили своих... Мы не понимаем, что они делают. То есть логика там может быть только одна. Путину удержаться в власти любой ценой. Вот и все. Да, просто это все приводит сейчас к сожалению, просто катастрофическим последствиям. И непосредственно подрыв ГЭС Новой Каховки сейчас может повлечь за собой серьезную гуманитарную и экологическую, в том числе, катастрофу. Мы уже видим огромное количество видео, хотя в Укргидроэнерго говорят о том, что в течение 5-6 дней уровень воды должен спасть, и она должна отходить. Уже надеемся, что в Это скором времени. правда, то есть, когда проектируются плотины, все плотины Днепровского каскада, вообще в мире, то одновременно идет проектирование на случай катастрофического разрушения дамбы. То есть это всегда делается. Мгм. По долгу своей работы я знакомился с этими материалами в свое время, поэтому говорю об этом сознанием дела. И прогнозируется паводок, какой высота уровня воды под дням. Вот. То есть это как бы известно. И вот в данном случае будет там через неделю действительно уровень воды будет падать, вода просто течет, и там через 2 недели воды уже просто не будет, не проведет русло. Потом какое-то время нужно будет на то, чтобы он просто высох. Вода должна испариться из грунта или уйти внутрь грунта. Вот все, что произойдет. Это же касается, собственно говоря, русла всего Каховского водохранилища. То есть Мгм. там тоже вода уйдет до уровня разрушения плотины. Мы не знаем, какой уровень там на сегодняшний день, потому что просто скрыт под водой. Вот. Она уйдет до уровня разрушения плотины. Причем во время движения воды там будет тоже подмываться вот само тело дамбы. И скорее всего, что вот Днепр войдет в русло, которое было до 1955 года, когда, собственно говоря, все строилось, и когда в Крым пошла вода по Северо-Крымскому каналу. Это была одна гидротехническая система. Вот, и отвязывать их просто друг от друга просто невозможно. Вот. Да, И но, к потом, сожалению, да. Мгм. да, и потом, когда вот там подсохнет уже, где было Каневское водохранилище, не Каневское, а Каховское водохранилище, потому что оно выше, вот оно очень большое, его ширина 220 километров, 9 километров в разных местах Каховского водохранилища. Там русло Днепра станет намного меньше, не 9 километров, и там будет можно строить понтонные переправы для наступления украинских вооруженных сил. То есть, То по есть сути, это абсолютно никак не повлияло и не повлияло бы на ближающееся контрнаступление вооруженных сил Украины. И абсолютного смысла здесь никакого нет. вообще никак. Вот. То есть тут надо доверять нашему Генштабу, который говорит, что это ничего не дало, это действительно ничего не дало, а в некоторых случаях даже, это выстрел себе в ногу. То есть они задержали там на несколько дней, но не более.
Да, и плюс ведь контрразведка, насколько я понимаю, она тоже предполагала и знала, и, возможно, даже ожидала подобные действия оккупантов, учитывая, что стало известно о том, что они заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, в декабре месяце, если не ошибаюсь. Да, это было заминировано еще в декабре или в ноябре 22 года. То Мгм. есть эта информация была, и я вчера был в эфире с руководителем, одновременно был в эфире руководитель комитета Верховной Рады по обороне, и он говорил, что дал информацию, что он был на месте там, что они своим командирам давали команду, чтобы наблюдали за уровнем воды заранее, и вывели технику на какое-то дальше, большее расстояние от русла Днепра. Я думаю, что они рассчитывали, что будет затопление не таким глобальным, и рассчитывали на меньшие последствия, чем то, что мы видим сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский, недавно давая интервью одному из немецких изданий, сказал о том, что он шокирован реакцией Организации Объединенных Наций, Красного Креста. И вот многие те организации, к которым обращалась Украина за помощью, либо дипломатически дали такой отказный ответ, либо просто проигнорировали и не ответили на запрос Украины. Сегодня даже на днях, точнее возле представительства Организации Объединенных Наций в Киеве прошел протестный митинг, протестная акция с требованием хоть как-то отреагировать на эту экологическую катастрофу, на этот экоцид и на возможную помощь. Как вы оцениваете вот такие действия международных организаций, в том числе Красного Креста и Организации Объединенных Наций? Вы знаете, я бы не ожидал от них больше, чем они могут дать. Мгм. В данном случае эти организации, они датируются, в том числе с разных международных, с разных стран, во-первых. Во-вторых, ООН это прежде всего площадка для того, чтобы говорить. То есть прямых механизмов влияния в ООН как бы нет. Мгм. Тем более, когда Совет Безопасности входит та же страна, которая совершает агрессию. Вот. Но прямо другие страны могут нам помогать и не будут. То есть это Соединенные Штаты Америки, или Великобритания, Германия. То есть развитые страны мира, они будут Украине помогать и будут помогать Крыму в том числе. Вот. По разным позициям. В основном это и экономика, это и политика, это и то, что мы разоружали в свое время под гарантией Великобритании и Соединенных Штатов Америки, в том числе и России, кстати, но Россия нарушила свое слово, и теперь вот, как бы, все страны стараются нам помочь. Поэтому помощь будет, но ожидать помощи от каких-то конкретных организаций достаточно сложно по многим причинам. Одна из таких причин – это то, что российские спецслужбы всегда старались насытить эти организации своей агентурой. Мгм. Такая традиция. Тут это просто как дождь. Это факт. Вместе с этим вот важный вопрос, который хотела бы именно с вами его обсудить, потому что очень много разговоров относительно того, что сейчас происходит в Кремле и непосредственно среди башен Кремля. И вот совсем недавно Bloomberg со ссылкой на 7 человек, знакомых ситуации, которые пожелали остаться неизвестными, сказали, что представители российской элиты, даже те, которые поддерживают российское вторжение в Украину, уже разуверились в способности Путина победить в войне и считают замороженный конфликт лучшим вариантом для Кремля сейчас. Цитирую: «Настроение глубокой мрачности относительно перспектив путинской войны в Украине охватывают российскую элиту, причем даже самые оптимистично настроенные считают замороженный конфликт лучшим возможным результатом для Кремля на данный момент. Многие представители политической и бизнес-элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия. Несмотря на то, что никто не хочет выступать против президента РФ из-за вторжения, абсолютная вера в его лидерство пошатнулась», пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди Росэлит. Замечаете ли вы в последнее время вот такие вот трещины, которые сейчас там имеют место быть? Да, трещины замечаются. Мы видим изменения некоторой риторики даже по российскому телевидению государственному. Вот, потому что
люди, которые живут, скажем так, глубинный народ Рублевки, до которого долетели дроны, непонятно чьи, правда, вот, они понимают, что война уже пройдена. Нет у России необходимого вооружения, нет у России необходимых ресурсов для того, чтобы выиграть, для того, чтобы даже пойти в наступление в Украине. Максимум, что они сделают, это могут попытаться удержать территории, которые они уже оккупировали, это максимум. И они бросают как бы свои силы на это, на то, чтобы удержать эти территории и потом таким образом заморозить этот конфликт. То есть истощить наступательные возможности Украины и сказать, что вот смотрите, вот давайте мы остановим все это дело, немножко поживем, потом будем смотреть. Но такая лукавая логика Кремля, она абсолютно понятна всем участникам процесса. Мы понимаем, что Россия не остановится, она может поднакопить свои силы и пойти дальше. Вот. Поэтому никто не будет играть в эту глупую игру с замороженным конфликтом в данном случае. Потому что веры и доверия России нет, и понимают, что дальше они будут действовать абсолютно таким же образом. Когда они когда-то оккупировали там, Белгородскую, Курскую области, Краснодарский край, Кубань, теперь потом Крым, Донецкую область, Луганскую область. То есть это все понятные действия российской власти, которая ведет себя именно так всегда, кусочек за кусочком. Они в свое время сделали Приднестровскую Молдавскую республику, они сделали Абхазию, ну, то есть это зоны конфликта замороженного. И вот желание российских элит понятно, то есть поступить традиционным образом, заморозить конфликт. А потом набраться силенок и опять пойти воевать. Ну, в эту игру играть никто не будет. То есть в настоящий момент Украина имеет все возможности для оккупации данной территории. Это данность, которую в Москве понимают. И часто это можно иногда услышать в их словах. Мы понимаем, что там запрещено многие вещи говорить. И они не могут прямо говорить, что ой, мы боимся, мы против войны, мы боимся, давайте кончать это все. Вот, им это говорить тяжело, потому что за это у них уголовная ответственность за такие слова. Поэтому они как-то это обходят, витиевато говорят, и нужно читать между строчек, что они говорят и о чем они не говорят. Вот. А как вы думаете, а как тогда объяснить феномен Пригожина, который позволяет себе говорить такие вещи, которые не позволяют себе говорить в России никто? Он чуть ли не единственный, который может просто матом накрыть Генштаб и Министерство обороны России, и колокол по нему не звонит. Хороший вопрос. Это говорит о том, что за Пригожиным, скорее всего, стоят какие-то силы в спецслужбах Российской Федерации. Это вполне естественно. Они не могли не стоять за ним, когда они создавали ЧВК «Вагнер», который, в принципе, ЧВК находится вне закона Российской Федерации, но по факту на сегодняшний день, используя близость к Путину, возможности, которые давали ему спецслужбы, Пригожин создал свою армию высокообученных людей, профессиональных людей. Да, Пригожин наш враг, но мы должны понимать, что это умный враг. Умный враг, хорошо вооруженный враг, враг с обученной армией профессиональной. И с большей вероятностью эта армия пойдет воевать в Кремль, чем пойдет воевать на фронт в Украине, потому что ничего личного, просто бизнес. Что им даст война в Украине? Ничего. А что им даст война в Москве? Это доступ ко всем ресурсам Российской Федерации. И с большей степени Пригожин был бы с большим удовольствием президентом Российской Федерации, чем президентом разрушенного Бахмута или Угледара, или на месте Аксенова. Поэтому естественно, что Пригожин начинает свою борьбу, и у него есть свои сторонники. И эта борьба, призом в этой борьбе является власть во всей России. Вот то, что происходит. И это происходит реально. Мы слышим, что говорит Пригожин. Мы видим, что он имеет. Вот. И понятно, что он на сегодняшний день конкурирует с Шойгу, потому что он пиарится на Шойгу, скажем так. То есть это его уже медийная составляющая. И любой просчет властей он берет себе в заслугу и говорит, вот смотрите, вот
Он не против войны. Нет. Вот. Он использует войну для того, чтобы получить свою политическую власть, свои дивиденды, свое влияние, свою силу. Это говорит о том, что в Кремле башни уже думают о жизни после Путина. Они понимают, что Путин слаб, что Путин должен уйти, и они ищут более сильного лидера. И, наверное, кто-то из них делает ставку, например, на Пригожина. Ну, а Шойгу в этом случае выступает как мальчик для битья. А то, что Путин никаким образом не препятствует вот этим вот открытым, скажем так, я пытаюсь просто подобрать дипломатическое такое слово, сложно подобрать, если... Давайте без дипломатического, вот по прямому. Не могу, к Наездом. сожалению, да, нецензурную лексику употреблять в эфире Первого крымско-татарского. Но то, что вот Путин не реагирует на вот такие открытые разбирательства, да, путь Шойгу и Пригожина и так далее, о чем говорит? Говорит ли это о том, что, например, ему наоборот это выгодно, чтобы те или иные силы не объединились против него? Дело в том, что не надо Путину приписывать то, что делаем мы. Он не пользуется интернетом, вы не поверите. Не пользуется интернетом? Да, это человек, которому приносят папочки, как в старые советские времена, с выверенной информацией. Он этого может даже не знать. То есть он многое не знает. У него информация приходит с опозданием на несколько дней. И ему, как истинному там падишаху, докладывают только хорошие новости. Потому что если ему сказать, что хорошее есть интервью Затулина, вот, он прямо говорит, что ему приносят плохую информацию, и кто принес ему плохую информацию, попадает в немилость. То есть типичное поведение падишаха, который оторвался от этого мира, вот, который не хочет слышать плохих новостей. Очень типичное как бы, поведение психологическое. Вот он себя ведет так, и это абсолютно как бы, вписывается в его психологический портрет. Поэтому выступает Пригожин абсолютно спокойно, критикует Шойгу, на него никто не нападает, а кто на него должен напасть. Вот. Максимум, что у него было, его просто отстранили от доступа к телу в свое время Путин, но потом он вернулся. Путин думает, что Пригожину доверяют, и потихонечку зреет переворот. А у Путина очень, кстати, слабая позиция вообще внутри вот этой иерархии российской. Потому что если, давайте с вами спрогнозируем, к примеру, Патрушев и Пригожин принимают решение сделать переворот. Путина просто изолируют, он и так изолирован, сидит в бункере. Его просто оттуда не выпускают. Оттуда он куда-то сидит. А людям показывают его клона, так называемую двойку. То есть в Москве это называется двойка. То есть вот мы тут гадаем, есть ли у него двойники или нету. Это не есть тайной для Кремля. То есть секрет Полишинеля. В Москве вся элита знают о том, что выступают двойники. Это называется двойка. Вот даже термин у них есть. Вот вытащат одну из двоек и скажут, вот Путин настоящий. Сколько человек нужно для переворота? Начальник личной охраны Путина, Пригожин и Патрушев, все. Переворот состоялся. Он даже не узнать, что произошел переворот? Он может даже не узнать, что произошел переворот. Ему будут приносить папочки, он будет сидеть у себя в этом самом. Знаете, мне это напомнило, в 20 веке был такой португальский государственный деятель, диктатор Салазар, с фамилией Салазар, и который тоже до последнего, он уже империи нет, уже государства нет, уже все развалилось, но ему семья приносила специально газеты, которые они выпускали сами в одном экземпляре еженедельно, где там были новости о том, что все, государство стоит, все нормально, экономика, политика, все работает.
Не надо путать Антонио Салазара и Путина. Это Так. абсолютно разные вещи. Антонио Салазар – это человек, который был профессором экономики. После череды дворцовых переворотов, военных переворотов в Португалии, они его пригласили в качестве профессора экономики для того, чтобы он что-то сделал с экономикой, потому что все падает. Мгм. То есть военные хунты. Был президент военный, хунтарь очередной. Пригласили Салазара. Он пришел на заседание кабинета министров и говорит: пожалуйста, сметы ваших министерств на стол. Вот. Все министры: ну нет, ну как, мы на такое пойти не можем. Он говорит: хорошо, где тут очередная электричка? Сел и уехал. Произошел очередной переворот, его снова приглашают. Он ставит условия, говорит: хорошо, приеду, но только сметы на стол. Вот. На заседании кабинета министров уже люди с автоматами, уже вооруженные, сметы ложатся, и он начинает работать в качестве премьер-министра. При этом все время находясь в академическом отпуске у себя в университете. То есть он экономически грамотный человек. Ну Он да. не боролся, да, он не уничтожал свою оппозицию, никто не был убит. Он пропетлял так, что прошел Вторую мировую войну, он правил 40 лет. Вот. Под него была переписана Конституция, что главным он стал, ну, как бы, фактически диктатором. При наличии президента оставался править как премьер-министр. Вот. И когда он уже состарился очень сильно, и он просто там сел мимо стула уже, то есть был инсульт у него, то его просто поместили с уважением к нему, и люди к нему приходили, которые раньше не понимали, как это можно вот без профессора вот обойтись. То есть это как раз позитивный, один из позитивных диктаторов в этом мире, по-моему, единственный позитивный диктатор, вот, которого никак нельзя связать с Путиным. Вот для Путина аналог это Гитлер. Вот, да, в том числе и Пригожин. Да, я просто связала с последним вот только случаем того, что ему все равно приносили газеты, которые печатали исключительно для него, чтобы не портить ему настроение о том, что все в порядке и все хорошо, он все еще продолжает править. Да, чтобы было хорошее настроение, чтобы он спокойно дожил свои годы. Да. Вот. Но это уже он уже был не у власти фактически, и после 40 лет правления он реально был пожилым человеком. А у Путина тут другая ситуация. То есть он более близок к Гитлеру, причем многим как бы императорам в этом мире, в человеческой истории, когда люди просто самоустранялись от власти, уходили в прострацию. Ну, вот у Путина примерно такое состояние. А И вы он, в думаете, принципе, что... может быть изолирован. То есть Путин не дойдет до Гаагского суда? Вот сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Может не дойти. То есть его могут устранить свои. Вот таким вот образом. Потому что вопрос стоит уже в выживании России и всей власти истеблишмента российского. И прекрасно российские элиты понимают, что если будет продолжаться вот то, что продолжается, то может дойти до восстания того же Пригожина, к примеру, люмпен-пролетариата, которые пойдут на Москву. Или, как вариант, Легион Свобода России, РДК, Русский добровольческий корпус. Тоже Потому что Пригожин и Патрушевы и так далее, это же все равно реваншизм. Это очередной этап, который приведет к очередному реваншизму. Конечно, это будет реваншизм. Вот это группа реваншистов, которые будут стараться, не забудут, для чего они делают. Но единственное, есть сторонник наш, время. Это люди уже не молоды. А лично Пригожину не очень интересно. Ну, опять же, зачем ему это надо, если все хорошо, будучи там падишахом России. Вот. И в отличие от Путина, у Пригожина есть вариант Б. Он может быть вождем племени в Африке. Там, где у него в Центральной Африке вышел, есть уже хорошо, золото, алмазы, вот, и есть база. То есть он, как Гитлер, уже создал базу. Заберет ли он с собой Путина, вот этого я не знаю. Но вот все равно здесь возникает вопрос, да, а что для нас реальная победа?
что означает выход Украины из этой войны победителем. Потому что если мы говорим о том, что мы выходим на границы 91 года и освобождаем все оккупированные территории от России, а там происходит условный какой-то военный переворот, опять к власти приходят реваншисты, там Пригожин, Патрушев, неважно, те, которые снесли Путина и вот взяли власть свои в руки, они же будут жаждать мести, да, и мы вот географию, свое географическое расположение мы ведь никак не поменяем, мы будем все равно постоянно иметь некую угрозу со стороны вот северного соседа. И здесь возникает вопрос, вот победа это что? Исключительно выход на границы 91 года или полная, возможно, демилитаризация, денуклеаризация России и впоследствии ее распад? Наверное, это все-таки создание буферной зоны, километров на 100-150 вокруг Украины, демилитаризованной как минимум. Вот. Мы помним, как происходил процесс денацификации фашистской Германии. То есть это стала совсем другая страна с другими ценностями. Вот. То есть все эти трудные процессы придется проходить России. Вот. Но в каком виде? Это очень сложный вопрос, потому что вопрос многими неизвестен. Как вариант, это могут быть распад России, как распался в свое время Советский Союз, потому что очень много народностей в России были порабощены Москвой. У них еще осталась национальная самоидентичность. И та же Ичкерия тоже думает о своей независимости от России. И Кадыров, как бы мы не относились к нему, но он будет отстаивать интересы своего народа, как и отстаивает по сей день. Потому что Москва равно платит дань Чечне. Это правда. Вот. Точно так же Дагестан, точно так же другие народы, их много. Много территорий было оккупировано. То есть в распаде России заинтересованы очень многие. Сможет ли центральная власть Москвы удержать эти процессы? Очень спорный вопрос. Далее. Вопрос репараций. Чем будет Москва платить? Как? Ну, допустим, представим себе, что она вернет, денег нет, вернет территориями, которые ранее были оккупированы и которые принадлежали Украине. Может такой быть вариант? Тоже вполне может быть вариант. Мы помним, что по сей день оккупирована часть Финляндии, России. Оккупирован Дальний Восток, который принадлежал Китаю. Это являются китайскими северными территориями. И в начале февраля Министерство природных ресурсов Китая издало циркуляр, то есть это приказ министерства, которым обязало на картах, новых картах, которые будут печататься, наносить северные территории Китая, показывать их как оккупированные территории, с китайскими названиями. Тех городов, которые сейчас называются Хабаровск, Владивосток и так далее. Там очень большое демографическое давление. То есть, с одной стороны, Амура плотность населения 156 человек на квадратный километр, с другой стороны 1,5, 1,5 человека на квадратный километр. Вот это все вместе, оно создает картину центростремительных процессов в Российской Федерации. Зачем, например, условно говоря, Белгородской Народной Республике платить репарации за Москву? То есть Москва – это должник, от которого будут стараться убежать субъекты Российской Федерации. Вот как бы такой вопрос. Смогут ли они удержать? Вряд ли. Но ведь для этого нужны лидеры региональные, которые поведут за собой народ к освобождению. Ну вот парад независимости, скажем так. Лидеры, как правило, возникают очень быстро. Лидеры могут возникнуть за 1-2 дня. Вот. Для этого их не надо особо выращивать. Они могут возникнуть. Тот, кто скажет, я возьму всю ответственность на себя и поведет за собой народ. Лидеры могут возникать из толпы. Есть замечательные книги, наши зрители могут почитать. Называются это книги Гюстава Ле Бона «Психология масс» и «Психология народа». Вот там описано, что эти процессы могут возникнуть спонтанно. Сегодня лидера нет, завтра он есть. Консенсус элит собрался и сказали, вот Иван Иванович будет лидером. Иван Иванович становится лидером.
То есть можно идти длительным путем, а можно вот случайно оказаться на гребне. Как, например, тот же Антонио Салазар. Просто профессор университета, которого взяли, хунтари привели и сказали, будешь правителем. И он стал правителем. Он об этом думал? Нет. Когда он первый раз пришел в кабинет министров, ему не дали смету, он спросил, где тут ближайшая электричка? Он на электричке поехал назад. Какие проблемы? То есть вот с лидерами проблем не возникает. Главное, чтобы это был умный человек, который сможет вести свой народ, свою нацию. Помогать своему народу, служить своему, а не строить там дворцы. Плюс это шанс не только для малых народов, проживающих на территории Российской Федерации, это же еще и возможность и шанс для тех стран, независимых де юре стран, но де-факто зависимых от России, стран, членов ОДКБ, например, которые из стран постсоветского пространства. Угу. Вот, ну, в принципе, какие там проблемы могут быть между Арменией и Азербайджаном? Народы, которые живут на одной территории. В чем проблема? Проблема в том, что Россия старается делать конфликты везде, где она присутствует. Она стремится делать эти конфликты для чего? Для того, чтобы таким образом усилить свое влияние. Например, Иран. Зачем этому Ирану нужна была ядерная бомба? Кто ему дал эти ложные цели? В 70-х годах Иран это была замечательная светская страна. Но вдруг Иран решил торговать газом с Европой. Тут же появилась Россия, Советский Союз и сказал, о, вы собираетесь газом торговать, окей, а хотите мы вам бомбу поможем сделать? Иран начал свою ядерную программу, там произошел переворот, началась ядерная программа, и его заблокировали везде. А Россия на этом заработала триллионы долларов, и Советский Союз. Зачем это Ирану было нужно? А сейчас то, что Иран продает муджагеры, продает шахеды России, ну вот я говорю продает, ну непонятно вообще, почему она их продает или дает, или это просто коммерческий, на ваш взгляд, интерес, или опять Россия их там кормит надеждами о том, что поделится какими-то разработками по ядерной программе. Россия не будет давать ничего, что критически помогло бы Ирану создать реально свою ядерную. Угу. Вот. И не дает. Но ракетными технологиями Россия отделилась с ним. И фактически это были семена, которые посеяны Москвой уже давно. Еще со времен Советского Союза и после распада Советского Союза. Ушли некоторые технологии, ученые туда. Ушло много. Поэтому Иран это, ну, скажем так, очень дружественная для российского православия страна. Вот. И поэтому дают они это как, знаете, как прокси. Дружественный диктаторский режим. Клуб диктаторов. Поможем друг другу. Да, они друг другу помогают в данном случае, потому что Иран стал в том виде, в котором он есть, благодаря Москве. И это очень сложная вещь, потому что Иран мог бы поставлять свой газ в Европу. Но его трубопровод, просто вдумайтесь, это одна из причин того, что происходит. В 2013 году был большой тендер на поставку труб большого диаметра для газопровода через Сирию в Европу из Ирана. Этот тендер выиграл Харцизский трубный завод в Донецкой области. Угу. В Сирии началась война, и в Донбассе началась война. Это бизнес по-русски. А газ продолжала поставлять в Европу и Россию. Вот мы с вами упомянули ядерное оружие, да, я бы хотела продолжить эту тему. У нас есть еще 10 минут до завершения нашего эфира. Потому что ядерное оружие, опять же, как говорят представители западного истеблишмента, кулуарно, это и не только, это вот основной фактор, согласно которому Запад не хотел бы распада России, потому что непонятно в руках у кого, у каких сил может оказаться ядерная кнопка российский чигет. И вот это основное опасение Запада.
Как вы думаете, и это все на фоне того, что заместитель главы Совета Безопасности РФ Медведев постоянно раскидывается угрозами о возможности применения тактического ядерного оружия в отношении Украины? Не только он, и вся российская пропаганда, начиная от Симонян, вторят о том, что все ядерное оружие и все, значит, путинские вурдалаки. Вот как вы думаете, могут ли они, вот для них угрожать ядерным оружием выгоднее, чем его применять, или же реально на каком-то моменте они его применят, вот начиная с нашего с вами разговора, да, когда они каждый раз совершают все более и более худший поступок, чтобы перекрыть предыдущие менее худшие поступки в их понимании. Хотя для меня это все одно и то же. И вот могут ли они в какой-то момент действительно применить тактическое ядерное оружие? Могут, если оно у них есть. Вот в чем вопрос. Угу. Подумать об этом, да, они могут. Вот последнее, одно из А у нас крайних... есть сомнения относительно того, есть ли у них ядерное оружие, вроде там 6 тысяч боеголовок, нет? У них 5900 с чем-то боеголовок числится, но вот это гигантское количество боеголовок, просто гигантское, оно требует не менее гигантских ресурсов на поддержание их в боевом состоянии. То есть это индустрия, которая должна работать постоянно, потому что в ядерных боеприпасах есть элементы, которые ввиду естественного распада ядерных материалов требуют постоянной замены. Постоянно это значит там, 7-8 лет это все должно что-то меняться. Причем все это должно быть на заводах. Это целая индустрия, огромная индустрия, которая требует затрат, которая не приносит ни копейки денег, вот, которая только берет средства из бюджета. Вот представьте себе, это гигантское количество, постоянная логистика. Постоянная логистика на заводы, которые их создали, потому что ремонтировать их могут, текущее как бы, обслуживание делается на так называемых ПРТБА, подвижных ремонтно-технических базах, вот, которые разбросаны по территории России. А вот там раз в несколько лет их должны отправлять на завод, и на этом заводе делать уже там их постоянные, ну, более глубокое обслуживание, скажем так, менять какие-то элементы. Угу. Вот это все не получало должного финансирования с бюджета. Естественно, что за многие годы без испытаний, без финансирования, больше чем за 30 лет, это оружие просто пришло в огромную, скажем так, протухло. Я думаю, более того, что Россия пыталась уже применить ядерное оружие. Уже пыталась. Когда? Помните, в прошлом году? Да, в прошлом году. Помните вот историю про грязную бомбу? Да. Там был, да, вдруг возникла такая тема про грязную бомбу. Там, Украина хочет применить ядерную бомбу. О чем вообще речь шла? Вот что такое вот в простом виде ядерный боеприпас? Ядерный боеприпас – это вот условно 2 половинки мяча, 2 половинки яблока. Вот разрезать яблоко, 2 половинки яблока. Вот. В середине находятся косточки. Это источник нейтрона. Вот эти 2 половинки, созданные из высокообогащенного урана или плутония, они должны быть соединены с большой силой резко. Угу. Вот. Вокруг источника нейтрона. И дальше происходит цепная реакция. Их соединяют с помощью обычной взрывчатки. То есть 2 небольших заряда химических, они соединяют их, и дальше происходит уже цепная ядерная реакция, происходит ядерный взрыв. Угу. Вот для того, чтобы получить более мощный боеприпас, этих частичек, которые все имеют под-критическую массу, их больше. Соответственно, кроме механизмов Какое-то термоядерное, получается, оружие. Нет, термоядерное это немножко другое. Это еще должно быть вокруг некоторое количество изотопов водорода, которые начинают термоядерную реакцию. Это другое. Это Так. А вот просто ядерная реакция деления, которая вот самые простые боеприпасы даже, вот они вот примерно так вот работают. И когда их соединяют, должен произойти цепная реакция. Но если не будет цепной ядерной реакции, то вот это обычный химический взрыв, просто вот эти материалы рассеют в атмосфере.
произойдет обычный взрыв химический при рассеивании вот этого материала, то есть грязная бомба. То, о чем говорили россияне. И вот если предположить, что они, допустим, хотят сделать где-то взрыв ядерный, а он не происходит, ввиду того, что ядерные боеголовки протухли, то происходит обычный вот такой вот взрыв, и рассеивается некое количество, то есть грязная бомба. Вот они об этом говорили. То есть они вдруг начали об этом говорить, потому что они, ну, нет гарантии, что то, что они применят, оно взорвется вообще. И может получиться большой пшик. Но вот в результате этого пшика они уже готовили легендированную позицию, легенду, почему этот пшик произошел и кто в этом виноват. Что типа Украина это приняла. Ну, помните, это примерно октябрь прошлого года. Видно, у них не было не то что гарантии, а более того, они на 99% были уверены, что взрыва не произойдет. То есть фактически вот эти 5900 боеголовок, они уже в негодном состоянии. Ну, Больше сложно поверить, что даже одну боеголовку они должным образом не обслуживали, потому что одной ядерной боеголовки, насколько я понимаю, насколько я читала, она может нести там силу, да, которая могла бы там уничтожить чуть ли не один огромный город, порядка там 15 тысяч тонн тротилы, условно говоря, которые могли бы там уничтожить один город. Примерно вот одна ядерная боеголовка может нести вот такую силу уничтожения. Ядерная боеголовка может нести и быть там, сотни килотонн. Угу. И мегатонного класса есть, 800 килотонн. То есть такие боеголовки, допустим, должны быть на ракетах типа тех, которые стоят уже 35 лет на боевом дежурстве. Угу. То есть СС-20, СС-18, вот такого класса. Так называемого мегатонного класса. А ракеты крылатые, они несут на себе боеголовки там, класса 200 килотонн, примерно. Вот. Есть еще снаряды, артиллерийские снаряды, мины, которые имеют мощность там 20-25 килотонн. Чтобы вот такого класса. Это все разные боеголовки. И ну, если... это такая диверсификация, да? Небо, вода, море. Ну, Земля. в зависимости от того, какую задачу хотят решить. То есть в зависимости от того, где произошел ядерный взрыв, у него разные поражающие факторы. Угу. Если ядерный взрыв происходит под землей, то есть падает, допустим, боеприпас, взрывается в землю и происходит подземный ядерный взрыв, то основным поражающим фактором является радиоактивное заражение местности. Так как огромное количество грунта поднимается в пространство, потом развеивается. Вот. И этот грунт становится радиоактивным в результате вторичного излучения. То есть он не был радиоактивным, потом в результате нейтронного и гамма-излучения он приобрел радиоактивные свойства. И обычные предметы, которые были не радиоактивны, они стали радиоактивными. Вот, и потом все это разнеслось в воздух. Это главный поражающий фактор. Потом сейсмическая волна, потом ударная волна и отсутствие светового излучения и, как правило, отсутствие электромагнитного импульса. Если взрыв наземный, то тогда факторы уже меняются. Уже основным фактором становится световое излучение ядерного взрыва, ударная волна становится основным фактором и электромагнитный импульс в меньшей степени. А если говорить о высотных ядерных взрывах, то, например, 2 километра – это самый эффективный высота взрыва, в котором большое разрушение идет в результате ударной волны, светового излучения, имеет электромагнитный импульс, ну, минимальное радиоактивное заражение местности. Вот. Но это все происходит, даже если боеголовка там 200-килотонного класса, то разрушение происходит ну, где-то в радиусе, скажем так, 5 километров. Тотальное разрушение. А в остальных местах этого нет. То есть какой результат может быть достигнут в результате, допустим, применения такого оружия? Кроме ответного удара высокоточным оружием, никакого.
Ну да, Если плюс это будет... это же не времена уже там 20-19 столетия, то есть та или иная армия же, да, условно говоря, она же не дислоцируется вся на одном месте, чтобы можно Вот было туда именно. условно Поэтому, закинуть там допустим, они ядерное оружие. решают, да, Вот. вот совершенно верно. То есть, допустим, они хотят применить тактическое ядерное оружие. Ну, 25 килотонн, условно говоря, в Куда? виде, да, в виде, допустим, то, что мы не сможем поймать. Или какой-то артиллерийский снаряд, или это зенитно-ракетная, ну, возьмем С-300. Они Мгм. тоже могут быть, иметь спецбэчи. Вот. Да, могут применить. Ума у них на это хватит. Но взорвется ли это? А оно должно взорваться гарантированно. Потому что в противном случае последствия будут просто катастрофические для России. В руки, скажем так, Украины попадет экземпляр, и это поднимется международный протест на всех уровнях. Будет хуже, чем сейчас. Следующий вариант. Допустим, это взорвалось. Что они получили в результате? Они получили проход, максимум, что они уничтожили, это один взводный опорный пункт. Все. И что? Ну, то есть вот уничтожили взводный опорный пункт. Все остальное осталось целым. Они даже пройти в этой зоне не смогут. То есть это им ничего не дает. То есть вообще ничего. Кроме реакции очень негативного класса. Кроме того, для того, чтобы быть гарантированным, вот после таких длительных периодов, когда ядерное оружие не испытывалось, им нужно хотя бы испытать ядерное. Мгм. А они, Вот кстати, если давно, да, не испытывали ядерное оружие? Там чуть ли да, там не... был договор о приостановлении испытаний ядерного оружия. Если мы вспомним, была речь Путина где-то, кажется, осенью прошлого года или в начале этого года, вот, о том, что он давал команду провести ядерные испытания. То есть, я полагаю, обоснованно полагаю, что ядерное оружие у них на сегодняшний день не работает. Мгм. И для того, чтобы они могли обоснованно угрожать ядерным оружием, им нужно как минимум провести его испытание. Потому что в противном случае у них его нет. А то, что они в Беларуси сейчас решили размещать ядерное оружие, о чем это говорит? Это больше они ориентированы там на Запад, чтобы запугать Запад? Это последний вопрос. Это опять же понты. Вот, по-другому нельзя сказать. Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – это контейнер, вот типа бочка. Специальная, каждая боеголовка имеет свой контейнер. Она Мгм. находится вот типа бочка. Вот. Зеленого цвета, на которой стоят метки, что где там лежит и куда ставить гранату для того, чтобы уничтожить ядерную боеголовку. Вот этот контейнер они могут привезти просто в вагоне фельдъегерской связи, специальный вагон, в котором перевозят их. Вот они привезли, вот будем считать, что оно размещено. Сколько времени на это нужно? Одни сутки. И пригнать туда дальше ПРТБА, то есть подвижную ремонтно-техническую базу, уже потом. То есть для размещения ядерного оружия в Беларуси нужны одни сутки. То есть не надо там ждать, что мы вот с 1 июля будем идти и там будем размещать. То есть это все пустые угрозы. Кроме того, что такое хранилище для ядерного оружия? Это обычное самым близким аналогом является овощехранилище. Там постоянная температура, постоянная влажность. Мгм. Скорее всего, то есть таких хранилищ ядерного оружия по территории Советского Союза было сотни, в том числе в Белоруссии десятки. И, скорее всего, они сейчас просто используются для хранения картошки, они самые приспособленные для этого. И почему с 1 июля? Но только лишь потому, что к 1 июля старую картошку оттуда вынимают, чтобы не нарушать процесс. Ну, вот правда, вот реально. Вот я понимаю, как это работает, я знаю, как это работает. Вот вопрос, вот зачем вот эти понты? Вот мы с 1 июля разместим первое оружие. А что вам мешает прямо сейчас позвонить и сказать, дать команду? Хотите разместить, так разместите, привезите ее, поставьте. Вытащите картошку из любого овощехранилища, и вот вам хорошее, поставьте 2 солдата с автоматами, вот вам готовое хранилище ядерного оружия. Они разбросаны вокруг Киева в том числе. И в Крыму они были. Мгм. То есть это не есть вообще проблема. Это все более медийная картина.
Дякую вам дуже, пане Михайло. Чох сагулну за то, что Прошу. нашли время, подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Спасибо за очень интересный эфир. Буйктем теşekkürler. Михайло Пратула, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Коршкенджа.